Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Дошли. Блин, как далеко я тебя вытащу. Ни хрена себе. Давай, да. Нормалек упала. Елочка. И грести не надо. Само ветром несет. Даже поспать можно. Я смотрю, ты в рубашке сидишь. Я подготовился, плащ в мешок снова. А я думал, блин, такой закаленный, мама мия. Так, ладно, план фикс у меня провалился. Завтра супер дождь по прогнозу должен быть. А дожди кончатся, там потом вроде не должны. Где тут можно сесть? Где не плавает в основном? А вот перпендикулярно по тому берегу целый день плавали. Вон там аппендикс заходит, и вон там мысок леса, если туда сесть. Посмотреть можно. Уток практически нету. Сегодня 30 сентября, уже октябрь на носу. Там вообще тишина и спокойствие, абсолютно ничего нету. Ну я лодку там оставлю. На берег-то вытащу, а там далеко затаскивать не буду. Мошкара еще есть. Да штучно буквально, мне даже жалко стало. Но ты это самое, морозоустойчивый. Рубашка и плащ. Тепло. Но, верю. Я меховую безрукавку одевал, потом снял, жарко. Плыть жарко. Сделаем вид, что мы прикинули возможности и примерные планы. А план простой. Нам между делом еще и подготовиться к зиме, в смысле ветровал немножко на дрова пустить. Рыбалка это потом, чтобы не пересолить. А что гадать? Мы займемся своим фитнесом. Чтобы талию не потерять, тут просто помахать весом, и то уже пузо уменьшится. Так что все идет по плану. Так, ну здесь и высадимся. Здесь я просто на берег вытяну, далеко таскать не буду. Ну, лодочка, не прощаюсь. Мы еще поработаем, мы только начали развлекаться. Так, сейчас мы пойдем догонять Валерия Батьковича. Умная мысля почему-то все приходит опосля. Надо было сразу так сделать. Какого хрена я туда пошел, там ничего не было. Когда он пришел, сел и сидел, то бишь успокоились утки, стали плавать с другого берега. А я бы вышел с этого берега, хрусть-хрусть, все равно они бы услышали. И могли отплыть. Ну, Валерий Батькович замерз и решил сам пройти посмотреть. Они улетели. Что ж, бывает. Валерий? Да, Пойду по старой тропе, вдруг рябчика наткнусь. хорошо, давай. Я тебя чуть-чуть не догнал. Блин, вы что, думаете, я просто так вас оставлю? Блиха-муха. Ай. Хо-хо. Нифига. Ха-ха. Кто мне первый мешал? На. Ну, давай, падай. Видите, вон тут. Так, ну что? О, а ты что тут делаешь? Фу. Ну хотя бы так. Во. Цепляет. Ну, что еще против меня? Свинина белая у нас раньше в принципе не было. В 70-х 100% не было. Появилась где-то в 80-х годах.
А сейчас уже заросли, можно сказать, появились в нашем лесу. Красноватые листья к осени. Говно продают, блин. Сволочи. Советский Союз не нравился. Что-то рябчиковые свистки умели делать. Говно одно. Так, и по этой тропинке ветер пошалил. Ладно, пилим. Какое счастье, что он мимо повалил. А впереди, мама мия. Упади мимо, упади мимо. Хрен мимо. Ху-ху. Да еще 2 штуки. Сама грохнулась редиска. Да еще второе дерево повалило. Ух ты, мама мия. Круто. Круто ты попал на ТВ. Ну что, сикачом тут и не пахнет. Блин, какую ногу вначале закидывать. Так. Оу! Да, однако. Ой, на таких дурах можно и здоровье потерять. Ладно. Чуть ногу не выверну. Крутой год на ветровал. Это все весной не было. Такие дуренцы. Хопа. Ну, это перешагнуть можно. Ух, капитальная упала. Как классно. Вон там в стороне валяется. Вот блин. Ну, где-то летает. Так, свет надо? Надо. Хоть что завтра будет, снимать все равно буду. А потом что попадется. Уток не будет, так природу поснимаю. Ну. Масло кончилось. Ну что ж, заправим. Ну что, работает? Работает. Зеленый свет горит. Все, идем заряжать аккумулятор. Хотя я заметил, и где на озеро-то выходим, и бревно лежит, на нем всегда сидим. Там я сел, снимать рюкзак начал, ножик мог там выпасть. Я кучу ножиков терял. У меня первый вроде. Ну, один Лена находила, слава богу, говорит, ножик. На следующий год. 2 года назад потерял полз за уткой, к утке подкрадываться. И вот я прополз 30 метров, блин, ну, не нашел. В общем, понял, это стандартная ситуация. Да, бывает. Кстати сказать, ты хоть уток видел, ты, можно сказать, счастливый? 4 кряку и 2 нырковых там были. Офигеть! Это не счастливый, а сверх-супер счастливый. Я уток не видел, ни рябчиков не видел и не слышал. Ну что, Валерий Батькович, появилась идея. Ну нету в этом году дичи, так пускай кто останется, пускай живет. Займемся хозяйственными делами. Я вон бензопилу взял, там дорогу чистить. А кто попадется, там утка, рябчик, не дай бог глухарь, это их вина. Стрельнем по дороге. Так, ну что, если сильно не против, то мы... Совсем не против. Хай с ними, пускай размножаются. Кто этот год пережил? Ну, дичь она такая. То есть, то нету. Тоже циклически. Хочешь, не хочешь, живет. А мы тоже не первый точно. И, надеюсь, не последний. И год живем. Поэтому готовимся к следующему житию. Хозработы, в смысле, делаем. Потратим время на хозработы. А то ветровал только допусти, что все завалит. Потом хрен замучаешься ее убирать. Вышли на озеро, сейчас посмотрим сначала.
Есть ты узкий. Здесь потерял, да? А, нашел. Кто еще, тот всегда найдет. Здесь рюкзак терял, да, то есть снимал, да. Это не потеря, это легкое развлечение. Уток на озере абсолютно не видно. Ну, уток нет, это говорит только о том, что перелета нет. Они, может быть, где-нибудь в траве сидят, да. Может быть. К 11 они выходят кормиться из травы. У них свой режим, короче, соблюдает. Ну, раз до озера зашли, давай я дойду до лодки, там посмотрю, если утки видны, может, схожу. А если уток нет, то вернусь, да пилить начнем. Да. Потом опять теплеть будет. Сказали, что будет теплее обычно. И полетят гуси и утки где-нибудь в январе на юга. На Новый год полетят. Но уток реально нету. Нету. Ну, не хотят, и ладно. Пойдем пилить. А ведь реально, прошлогодняя осень и осень этого года, по уткам, по крайней мере, небо и земля. Обычно в это время кишит. А тут пару штук, если пролетит, слава богу. Ну, не всегда природа к уткам, по крайней мере, мамой, заботливой мамой бывает. Бывает и сильно нехорошей мачехой, когда поморозила весной все яйца. Поколение вымерло, натурально, не появилось. Ну, займемся тут работами. Работа так работает. Ну что, приятель, твоя работа, твое время наступило. Одна утка. Бедняга. Ну, хоть поснимаем. Метров 60, наверное. Ну что, сидит. Ага, задело. Она вроде сюда плывет. Ну, она уже подраненная, успевает нырнуть. Вон она вынырнула. Далековато. У меня первый номер только одна штука была. Мы долго сидели, она вроде как спокойная была. Я подождал, пока боком повернется. Так, ну давай, в траву залазь. Ну что, Валерий Батькович, я за лодкой пошел? Давай. Ну ты следи, куда она, редиска, спрячется. Нырковая, но где-нибудь спрятаться может быть здоров. Нет, он по воде плавает. Да. Так, ладно, давай. Подожди, приятель, пока за лодкой схожу. Вот здесь пока охотились, утки не попадали. Как решили ход работами заняться. Утку поднятку увидели. Я тихонько подкрался. Прошел ветер. Начинался. И ветер меня, мои шаги скрыл. Потом я сидел, замер. Она вроде успокоилась. Ну, плавала. И на расстоянии плавала. Там метров 60 было. На первым номером. Один патрон был. Бабахнул. Осталось. Нырять стало. Ну, сейчас за лодкой. Удастся его взять или не удастся. Подранки нырковые не такие. Замучаешься их стрелять, они успевают нырнуть.